Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Благословенный Рамадан, месяц бараката, продолжается. Альхамдулиллах, сегодня мы снова приблизились, иншаллах, надеемся, к Аллаху. Еще один день поста, еще один ифтар. И вот пришли в дом Всевышнего Аллаха, чтобы выстаивать ночные намазы, кьямы, ман кама рамадана, иманан вахтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин дамби. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто будет выстаивать ночные намазы Рамадана, опираясь на свою веру, иман, и вахтисабан, надеждой на милость Аллаха, надеждой на Его прощение, на Его рай, Аллах за это вознаграждает чем? Своим прощением. Гуфира лаху ма тақаддама мин дамби. Аллах простит ему все его грехи. Поэтому каждый раз, когда будем вставать на кьямы, иногда у кого-то поясница дает чувствовать, у кого-то икры, ноги устают, кто-то после целого рабочего дня приходит. Поэтому всегда вспоминайте этот хадис. За каждый кьям, который мы будем выстаивать перед Всевышним в Рамадан, Он будет прощать нам наши грехи. Иншаллах, несколько дней перед Таравихом я буду с вами, иншаллах, да, не переключайтесь. И иншаллах, 4-5 дней мы будем говорить про очень важное качество, про качество мусульман, верующих. И, наверное, никто не может познать это качество, кроме как верующие мусульмане. И будем говорить про этот дар Всевышнего, это благо Всевышнего, это братство. Аль-ухуату фиддин, это братство мусульман, это братство верующих, когда, несмотря на то, что он является абсолютно, может быть, посторонним для тебя человеком, да, ваши родители разные, он не кровный твой брат, может быть, он с другого селения, с другого города, может быть, с другой страны, да, и представляет другую нацию, но он уверовал в Аллаха, в Его посланника, он мусульманин, ты уверовал в Аллаха и в Его посланника, ты мусульманин, и мусульманин для мусульманина является братом. И вот эта религия Аллаха, религия истины должна объединять сердца, объединять тела, потому что все, что в религии, наши поклонения, джамаат намазы, наши собрания, знания, помощь друг другу, служение друг другу, все ведет к тому, чтобы среди нас было братство, чтобы мы любили друг друга. Не просто, он вон мусульманин, я тоже мусульманин, машаллах, мы братья. У нас должны быть чувства друг к другу, чувство любви друг к другу. Мы должны скучать друг без друга. Когда кого-то мы не видим несколько дней, наше сердце должно спрашивать нас, наши глаза должны искать его. Есть один брат, у него давно еще светлая белая машина была. Когда его несколько дней не видел, я ему звонил и говорил: брат, я в городе вижу только твою машину, везде вижу твою белую машину. Ты где? Говорю, мое сердце уже ищет тебя. Он так радовался этому. На самом деле мы братья, и мы должны любить друг друга. Мы должны скучать друг по другу. Мы должны радоваться, когда видим друг друга. Почему мы улыбаемся друг другу? Сунна призывает. Не просто же там увидел брата Гамирабы, да? Ну ладно уж, сунна же, я должен.
улыбнуться, да. Нет, это брат твой. Поэтому ты улыбаешься искренне, да. И вот поэтому это милость Аллаха, которую Он дает только своим верующим праведным рабам. Другие люди, они, даже родные братья, такого не могут познать. Об этом, иншаллах, еще поговорим. Поэтому мы должны знать, что братство в исламе – это и есть милость Аллаха. Это ни'ма, то есть это дары Аллаха, так же, как наши глаза, которыми мы видим, как тело, которое служит нам, которое солнце восходит над горизонтом каждый день для нас. Наши супруги, наши дети, наше имущество – это все дары Аллаха. И вот также то, что мы являемся братьями друг для друга, это тоже милость Аллаха, которую мы должны всегда помнить и за что мы должны благодарить Аллаха. Поэтому нужно благодарить Аллаха не только за то, что Он тебе накормил, напоил. Мы там встаем со стола и говорим «Альхамдулиллахи Раббил Алямин», потому что получили благо Аллаха. Мы должны благодарить Аллаха за то, что мы братья, за то, что мы любим друг друга, за то, что мы служим друг другу, за то, что мы даже когда улыбаемся друг другу, ангел пишет, он дал садака. Он дал садака. Мы просто улыбаемся, мы обнимаемся, мы здороваемся. За все, ангел пишет. Он не устает писать. И чернила не закончатся. Он за все пишет награды. Это милость Аллаха. Поэтому Аллах говорит, «Вадхкуру». Помните, поминайте «Ни'мат Аллахи алейкум». Милость, дары Всевышнего, которыми Он вас облагодетельствовал. То есть помните всегда, не забывайте дары Аллаха, которые Он вам дал. «Идh кунтум а'даан». Если вы когда-то были врагами, даже если не врагами, а просто чужими людьми, да, мы могли там где-то встретиться, где-то поговорить, но мы просто как встречались, так и расставались. Никаких чувств не было, никакой любви не было, никакого братства не было. А кто-то вообще был врагом друг друга. Особенно здесь касается арабских племен. Арабские племена, народы, которые на протяжении не десятилетий, а столетий, веков, они были врагами друг друга. Они воевали друг с другом. Они мстили друг другу. Они ненавидели друг друга. И вот приходит пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приходит ислам. И эти арабы начинают принимать ислам. И вот эти враги, которые враждовали на протяжении многих веков, они становятся братьями. Они начинают погибать друг за друга. Они начинают останавливать телом копья, стрелы, чтобы не попадали в братьев. Они начинают прикрывать друг друга. И они превращаются в самых близких братьев, которые истории не знала. Потому что такого братства, как у сподвижников, такого братства никогда не было и никогда не будет. Поэтому Аллах говорит, «Идh кунтум а'даан», если вы были когда-то врагами, «Фа'аллафа байна кулубикум». Аллах объединил ваши сердца. Аллах вселил в ваши сердца дружбу, любовь друг к другу. «Фа'аллафа байна кулубикум». Аллах объединил ваши сердца. «Фа'асбахтум бини'матихи». И по Его милости, как Его дар, милость к вам, вы стали ихвана, вы стали братьями. И вот даже, несмотря на богатство арабского языка, несмотря на богатство языка Корана, Аллах выбрал именно вот это слово для изложения наших чувств, нашей близости среди мусульман. Братство. Ахун. То есть, как говорят арабы
по отношению к своему родному брату. Он говорит: ахи, мой брат. И вот так же мусульмане стали братьями. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. И по милости Аллаха, как дар Всевышнего вам благо, вы стали братьями. Сура Аль-Имран, 103 аят. И в другом аяте, Суратуль Анфаль, 63 аяте, Аллах говорит, что это то, что вы стали братьями, то, что Аллах объединил арабов, да, которые враждовали, вот эти племена стали братьями, то, что мы с вами, посторонние люди, вдруг стали братьями, это только милость Аллаха. И вот это братство может дать только Аллах. Никто и ничто не может объединить сердца так, как объединяет Аллах. И Суратуль Анфаль, 63 аят, Всевышний говорит: «Лау анфакта ма фил арды джами'ан». Если бы ты израсходовал все богатства на земле, все, что на земле, вот ты, если бы ты все раздал бы, подарил бы, израсходовал бы, ты не смог бы соединить их сердца. Ни деньгами, ни золотом, ни серебром. Ничто не может объединить сердца. Даже если бы все, что на земле, ты израсходовал, чтобы объединить сердца, чтобы они были братьями, ты бы не смог объединить их сердца. Ни деньги объединяют сердца, ни богатство объединяет сердца, ни мирские богатства, блага объединяют сердца. И только Аллах, Он объединил их сердца. Поэтому братство, любовь друг к другу, дружбу среди братьев мусульман дает только Аллах. И поэтому мы должны знать, что вот эти наши чувства, наша дружба, братство, это есть только милость Аллаха. И поэтому Аллах говорит: «Вазкуру ни'маталлахи алейкум». Поэтому не забывайте об этом. Всегда помните это благо, которое Аллах Тааля нам дал. Первый — это Аль-Имран 103, где Аллах призывает нас не забывать. А второе — это Аль-Анфаль, 63 аят, что никакие деньги, никакое золото, ни серебро не могут объединить сердца так, как объединяет вера, иман Всевышнего, во Всевышнего Аллаха. И в другом аяте Аллах как раз вот слово ухуа, братство, да, Аллах говорит: «Иннамаль му'минуна ихва». Воистине верующие являются никем иным, как просто братьями. Они братья. Поэтому вот как раз ихва, ухуа, братство, как раз вот одно и то же слово Аллах Тааля использует в наших отношениях, наших чувствах. Это вот иннамаль му'минуна, то есть верующие являются никем иным, как просто братьями. Фааслиху байна хавайкум. Поэтому всегда примиряйте. Если что-то случилось между двумя братьями, всегда старайтесь примирять их. И, иншаллах, у нас отдельная лекция будет про достоинство примирения между братьями. Когда ты видишь, что вот один брат перестал общаться с другим братом, да, ты идешь и создаешь все причины, ищешь все пути, чтобы снова объединить их сердца, чтобы какая-то обида ушла, они простили друг друга и снова стали друзьями, братьями. Это одно из самых величайших видов садака. Это не просто кому-то пойти деньги дать. Когда ты идешь, ты начинаешь придумывать, как среди сподвижников были такие случаи. Они там совещания проводили. Да, когда брат с сестрой или, например, племянник с тетей повздорили и перестали общаться, они собирались и думали, как вот, что придумать сейчас, чтобы они снова были вместе. Поэтому муж с женой, пророк ﷺ, когда услышал, что Фатима повздорила с Али, Кияублян получается, да, он начал искать Алия, вот, и сделал все, чтобы они снова, альхамдулилля, были вместе и были в дружбе. Поэтому примирение сторон, иншаллах, об этом будет отдельно.
Давайте несколько хадисов посмотрим про достоинство братьев мусульман, то есть друзей мусульман, которые любят друг друга ради довольства Аллаха, которые общаются. Абу Хурайра, первый хадис. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна мин айбадиллахи айбадан». Среди рабов Аллаха есть особая категория рабов. Это особые люди. Лейсу би анбия. Они не пророки. Они не пророки, потому что особая категория — это кто обычно? Это самые лучшие, самые достойные — это пророки. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: сейчас речь идет не о пророках. Это не пророки, но они особые. Ягбитухумуль анбия ва шухада. Увидев в судный день положение этих рабов, им будут завидовать даже пророки и шахиды, мученики. Вот представьте себе, в судный день предстанут перед Аллахом группа людей, они не пророки. Это не Ибрахим, алейхиссалям, это не Муса, алейхиссалям, да? Это не мученики, которые отдали свою жизнь на пути Аллаха, пожертвовали своей жизнью. Нет. Но, увидев, как Аллах возвысит их положение в судный день, они будут завидовать им. Кто завидует? Пророки. Как пророки могут завидовать кому-то? А вот есть такие. Ягбитухумуль анбия ва шухада. Пророк говорит, им будут завидовать даже пророки и мученики. Киля манхум ла'аллана нухиббухум. Тогда люди спросили с удивлением: а кто эти люди? Наверное, мы их любим. Они сказали: если они такие, мы их любим, это наши близкие. И тогда пророк сказал: хум каумун, это такие люди, тахаббу бинуриллях. Они полюбили друг друга светом Аллаха, нуром Всевышнего Аллаха. Мин гайри архамин валянтисаб. Без каких-либо кровных родственных уз. То есть просто посторонние люди, не пророки, не мученики, обычные мусульмане, не родные. Конечно, родного брата будешь любить. Конечно, родную сестра, она ближе. Это родные, это твоя кровь. Так ведь? Дети, конечно, мы любим детей. Родители — это кровные наши родственники. Но здесь нет никаких родственных уз. Кровь абсолютно разная, посторонняя. Но они полюбили друг друга светом Аллаха. У него в сердце иман, у тебя в сердце иман. И вы полюбили друг друга. Потому что вы мусульмане, братья, да? Вуджухухум нур. Их лица будут светом, нуром. То есть они будут сиять. Пророки не просто будут им завидовать, они увидят свет от них. Они увидят свет на их лицах. Это же не просто так, да? Вуджухухум нур. Аля манабира мин нур. И Аллах даст им минбары, то есть возвышенности, какие-то троны из света. То есть они будут на этих тронах в судный день. То есть Аллах Тааля им даст минбары из света. Ля яхафуна ида хафун нас. И они не будут бояться, тревожиться, когда будут все бояться. То есть в судный день все будут трепещать, все будут трепетать, все будут бояться, все будут переживать, но они не будут. И валя яхзануна ида хазина нас. И они не будут печалиться в тот день, когда все будут печалиться. Они будут радоваться, потому что Аллах Тааля им такие достойные места приготовил. Аллах Тааля озарит их лица светом, да? И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал аят Всевышнего, это сура Юнус, 34 аят. Аля инна аулия Аллах ля хауфун алейхим. Воистину, аулия Аллах. Аулия — это любимые друзья Аллаха. Аулия, то есть это любимые друзья Аллаха. Каждый может стать аулия.
И это любимые друзья Аллаха, ля хауфун алейхим. Они не познают, что такое страх, валяхум яхзанун, и они не будут опечалены. То есть пророк, алейхиссаляту вассалям, когда описал те достоинства, которые ждут тех, которые просто братья полюбили друг друга ради Аллаха, да? Пророк прочитал этот аят, что они аулия Аллах, то есть это любимые друзья Аллаха, которые не будут опечалены и не познают, что такое страх. Этот хадис в сборниках имама Ибн Хиббана. Поэтому судный день, машаллах, Аллах Тааля приготовил минбары из света нура для тех, кто смог полюбить друг друга. Не потому, что они там делят одну казну, не потому, что они там с одной деревни, да, или представляют одну национальность, или там сыновья одних родителей. Нет. Бинурилля. Они полюбили друг друга светом Аллаха, потому что он мусульманин, и он мусульманин. Да? И вот, альхамдулилля, это то, что ждет верующих. Также длинный хадис, но я сделаю его часть только, покороче сделаю, чтобы время не тратить, да. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: саб'атун, 7 категорий людей, юдиллюхумуллаху фи зилли. Аллах укроет их в своей тени, то есть тени своего арша, в тот день, яума ля зилля илля зилля, в тот день, когда никакой тени другой не будет. То есть судный день представляем не из наших фантазий. То есть, кстати, вот мусульмане могут тоже представлять, но опираясь не на свои фантазии, или как голливудский звезда, режиссер Стивен Спилберг, да, который фантастические фильмы, там, шедевры делает, да. Нет, мы, мусульмане, тоже представляем. Сподвижники иногда просто вот так садились в уголке мечети, да, и они вот так задумывали. Они ни зикр не делали, ни Коран не читали. Иногда бывало так. И когда у них спрашивали: ты где сейчас? Он же куда-то ушел. А я, говорит, сейчас через сирот перехожу. То есть они представляли, как он умирал, как ангел смерти забирал его душу, как его положили в могилу, как пришли к нему Мункар, Накир, да? Вот они все это представляли, но опираясь на хадисы, на аяты Корана и хадисы пророка. Вот поэтому, опираясь на хадисы пророка, который описывает вот эту площадь, Махшар называется, то есть это та площадь, куда соберутся все люди, да? Пророк сказал, она будет абсолютно ровной, абсолютно ровной. Там никаких холмиков, никаких приямок не будет. Она будет идеально ровная, и в одном хадисе говорится, она будет подобна тому, как будто туда залили серебро. То есть расплавили серебро, и оно вот так, как каток заливают же, только серебро, и оно вот так идеально осталось поверхность. Даже оно будет белым, похожим, белизна будет похожа на какой-то синий свет. Отдавать будет синим, вот как снег, да? То есть она будет идеальной. И там не будет никаких деревьев, никаких знаков, никаких там гор там не будет. Все, оно будет идеально. И никаких зданий не будет. И люди придут туда, в чем мать родила. Никто никого не увидит, потому что мужчины и женщины, пророк ﷺ сказал, когда Аиша спросила, неужели мужчины будут женщин видеть, да? Пророк ﷺ сказал, никто никого не увидит. Аның кайгысы булмаячак. У них там столько будет горя, печали, переживаний, страха, что никто никого не увидит. Вот даже в этой жизни, когда мы кого-то теряем, иногда мы никого не видим. Да? Ты вот там хоронил отца, а потом через месяц к тебе пришел, да, вот я там был, джиназа, а ты не помнишь, был он там, кто там был вообще. Да? Вот когда приходит печаль какая-то, там человек, он не видит даже никого. И вот в судный день никто никого не увидит. И вот пророк ﷺ сказал, и тогда по велению Аллаха приблизится солнце. Где-то говорится, что расстояние между нами и солнцем будет миля. Миля. Но не говорится, это какая миля. Морская миля. Да? Даже если морская, она будет очень близко. Да? А есть еще такая версия, вот у женщин, которые сурьму наносили, вот эта палочка называется миля.
Поэтому мы не можем сказать, это морская миля или вот эта миля. Солнце будет очень близко. В другом хадисе говорится, солнце будет на расстоянии копья. Тоже солнце. Сегодня оно печет. В экваторе там невозможно, да, там стоять под солнцем. 150 миллионов километров. Ну, чуть меньше, 140 чем-то. Миллионов километров. А там будет на расстоянии копья. Но солнце не сможет убить людей, потому что смерти нет уже. И они не будут гореть, но вот этот жар люди все почувствуют. И пророк ﷺ говорит, из-за близости и жара солнца люди начнут потеть. И по мере грехов они будут стоять в поту. Кто-то по щиколотке, но если так подумать, физически, да, физиология не позволяет нам до колен в поту стоять. Но это судный день, там природа будет другой. Природа, организм человека. То есть ему до того будет жарко, что кто-то по щиколотке будет в поту стоять, кто-то по колено, кто-то по пояс, кто-то по грудь, а кто-то утонет в своем поту. Ну, у кого греха больше. И это будет страшное зрелище. И пророк ﷺ сказал, всего 7 категорий людей Аллах избавит от жара солнца. 7 категорий. Всех не будем перечислять. Ну, давайте 2 категории, они вот с нами сейчас связаны. Первые — это те, которые любят дома Аллаха, мечети. Он идет с радостью в мечеть, он любит мечеть. Он хочет совершать намаз в мечети, а не дома. И когда уходит, он уходит с тоской, но с надеждой, что снова вернется в мечеть. Поэтому любовь к мечети – это милость Аллаха. И те, которые любили дома Аллаха, они будут в гостях у Аллаха, под Его троном, под тенью Его трона. Все будут стоять под солнцем, а Он будет прохлаждаться в тени Арша, то есть трона Всевышнего Аллаха. И вторая категория из 7 – это 2 брата, которые полюбили друг друга только ради Аллаха. Не потому что, вот я сейчас с этим братом буду дружить, он мне там и садаха побольше даст, да, давай-ка я этот. Или там у меня бизнес пойдет, я сейчас с ним, ой, брат, я мусульманин, я твой брат, там, пару хадисов еще, да. А тот брат, от кого пользы нет, от него давайте бежать все, да. Нет, потому что он твой брат. Он твой брат. Да, я не говорю, что со всеми надо работать, со всеми надо бизнес вести. Нет, это другое. Мы просто должны любить каждого брата, потому что он наш брат. Поэтому 2 брата, которые полюбили друг друга только ради Аллаха, они будут в гостях у Аллаха и будут под тенью Всевышнего Аллаха. Поэтому это тоже милость Аллаха. Это тоже милость Аллаха. Также Всевышний, и все, завершаю этим, Всевышний пророк ﷺ говорит, в судный день Всевышний обратится к своим рабам и скажет, где те, которые полюбили друг друга ради моего величия. То есть здесь снова речь идет о тех братьях-мусульманах, которые полюбили друг друга только ради Аллаха. И Аллах скажет, где они те, которые полюбили, то есть возлюбившие друг друга ради моего величия. Лахум манабирум мин нур. И Аллах говорит, Аллах скажет в судный день, я приготовил им минбары из света, нура, чтобы возвысить их. И увидев их положение, им будут завидовать даже пророки и мученики. Даже пророки и мученики. Поэтому, дорогие братья, вот это милость Аллаха, да, сегодня немножко поговорили про достоинство братства в исламе. И сестры нас слышат, наверное, кто-нибудь из сестер подумала, что тут только о братьях речь идет, да? Мусульманки тоже так же, если по умолчанию в хадисах говорится про братство, да, мусульманка для мусульманки тоже сестра. И они также должны любить друг друга, несмотря на то, что у них нет кровных родственных уз, они должны любить ради Аллаха друг друга, потому что она мусульманка, и им тоже такие достоинства будет, за то, что будут они любить только ради Аллаха. Поэтому это, еще раз говорю, это милость Аллаха, которую только Аллах может дать.
ничто не может объединить сердца так, как объединяет вера в Аллаха. Даже кровное родство, оно не в состоянии так объединять сердца, как объединяет ислам, вера. И вот вспомните некоторые случаи в жизни, да, когда вам было, может быть, очень тяжело. Может быть, мало кто вас понимал. Вот кто вас поддержал больше всех? Иногда даже не родные братья и сестры, а вот даже сам удивляешься, ты можешь найти поддержку абсолютно, казалось бы, посторонних людях, но в твоих братьях по вере. Да? Потому что понять мусульманина намного проще, так ведь? Особенно если наши родные братья, они не в исламе пока, они пока не понимают, чем мы живем, да? Что печалит сердце верующего, да? Вот поэтому поддержка иногда мы видим в наших братьях больше, чем даже в родственниках. И это уже указывает на то, что братство в вере, в исламе, в поклонении, оно намного выше. И, иншаллах, келесі дәрістә продолжим. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.